Первый визит столичных гостей в новую школу в поселке Якша. Здание на 180 мест было построено в 2015 году. И в ней, по заверению педагогов, есть все необходимое для учебы и всестороннего развития детей. А для учащихся из отдаленных сел и деревень района есть при школе интернат на 20 мест. А досуг как проводишь? Кружки, секция. Куда ходишь? Волейбол, потом это теннис, там музыкальный, гитара. Она поет, у нас красиво было на республиканском конкурсе. Гордость школы? Патриотические песни. Я лидер школы. Печора-Илочский биосферный заповедник самый крупный в Европе. Среди достопримечательностей первая в мире опытная лосеферма, которой в следующем году полнится 70 лет. Здесь сахатых не только изучают, но и работают над пополнением популяции в дикой природе. В последние годы здесь и туристический объект. Только в новогодние праздники в этом году число посетителей возросло в 6 раз. У нас всего 11 сейчас. 11, да? Да, но у нас, видите, для нас, вот то, что какая у нас сейчас цель, да, мы как объект туризма. Для нас вполне достаточно вот этих вот 11 штук. У нас, пускай лучше вот эти 11 выглядят лосями нормально, потому что естественная кормовая база у нас очень плохая. Только одно то, что вот сколько народу у нас бывает, да, пускай даже у одного из 100 в мозгах щелкнет что-то, повернется, что надо природу любить, надо сохранять, и тоже это очень хорошо. Потому что люди здесь побывавшие, мужики выходят и клянутся, что они больше лосей не стреляют. Для увеличения количества посетителей и создания для них комфортных условий пребывания на территории лосефермы уже строят визит-центр. Планируется возвести современный комплекс с информационной зоной, пресс-центром, конференц-залом, гостевыми комнатами и баней. Пока средств недостаточно, но здесь надеются на софинансирование в рамках соглашения между правительством Республики Коми и заповедником. Чтобы развивать туризм в районе, а потенциал здесь очень большой, необходимо решить еще одну проблему. Гравийный участок дороги Троицко-Печорский-Якша – это 60 километров. Дорога в очень плохом состоянии, над ней надо работать. Речь шла именно об этом, потому что те туристы, в том числе из-за пределов Российской Федерации, приезжая к нам, сталкиваются с тем, что проехать, к сожалению, либо тяжело, либо практически невозможно. Выход есть – привлечь к решению проблемы лесозаготовителей. Готовность помочь району высказал на встрече с представителями Госсовета Коми руководитель предприятия «Печора-Энергоресурс». Ежегодно его предприятие терпит многомиллионные убытки из-за сезонных ограничений на дорогах. Осенью они вводятся на 40 дней по всей территории республики, невзирая на климатические особенности. Передача полномочий по закрытию переезда большегрузного транспорта на уровень муниципалитетов позволила бы уменьшить сроки ограничений и тем самым увеличить прибыль предприятий, часть которой могла бы пойти и на ремонт используемых для вывоза леса дорог. Надежда Дорофеева пообещала обсудить проблему в Госсовете и, возможно, внести поправки на законодательном уровне. Дальше продолжу мысли предпринимателей, которые мы сегодня услышали. Они готовы участвовать в содержании этих дорог, в подсыпке, в строительстве. То есть, если он сегодня за этот период теряет 30 миллионов, но часть можно поставить в определенный порядок, условия, часть он готов возмещать и вкладывать в строительство и в отсыпку этой дороги. На встрече с общественниками спикер парламента рассказала сельчанам о планах по газификации райцентра и строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса и о проекте новой школы в Приуральском. Мы все-таки начнем строительство средней школы на 80 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольной группой на 20 мест в поселке Приуральский. Это боль района, это тема, которая заявляется руководством района неоднократно. Бюджет республики оказывает району поддержку по многим направлениям: развитие малого и среднего предпринимательства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и целому ряду других. В минувшем году в районе реализованы 10 народных проектов на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. И это тоже поддержка из бюджета республики, отметила председатель Государственного совета. Наталья Литкевич, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Троицко-Печорский район.